В этом году большинство родителей приобретают товары к школе на онлайн-площадках, и их так называемая покупательская активность стартовала гораздо раньше. Спрос на учебные принадлежности на маркетплейсах в июле этого года был сопоставим с концом августа прошлого. Тем не менее, рост цен никто не отменял. В этом году стоимость минимального набора для школы обойдется почти в 18 тысяч рублей. Одежда для девочек при этом подорожала заметнее всего, почти в 1,5 раза. В среднем нарядить дочь-первоклассницу будет стоить 33 573 рубля. За туфли и блузки придется выложить сумму в 2–2,5 раза больше, чем годом ранее. Одеть к школе мальчика будет стоить 29 600 рублей. Канцелярские товары подскочили в цене на 22%. При этом наиболее ощутимо прибавили доски для лепки, пластилин, акварель, кисти и альбомы для рисования, наоборот, подешевели на 12% и 8% соответственно. Еще один важный фактор сбора в школу этого года. Родители все чаще стремятся купить, так сказать, полный комплект в одном месте. Яркий тому пример – школьный базар, который уже в 25-й раз распахнул свои двери на Комсомольской площади. Мы купили рюкзачок вот такой для внучки, я купила. Он очень хороший, с упинаторами. Я купил так дневник, ручку, точилку и там ластики. По идее, мы зашли сюда за одним рюкзаком, но вышли там со всей канцелярии. Здесь традиционно собрано все, чтобы полностью подготовить школьников к учебе на хорошо и отлично. От канцелярских принадлежностей, учебников и тетрадей до школьной формы, обуви и рюкзаков. Особый упор в этом году сделан на качество и безопасность товаров. Вся продукция как от отечественных, так и проверенных зарубежных производителей. К слову сказать, цены на базаре достаточно демократичные. Цены здесь ниже среднего, можно всегда поторговаться, попросить скидку. Всегда тут работают продавцы, работают также сами предприниматели, с ними можно всегда договориться о цене. Стоит отметить, в этом году на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах и презентациях. Работать школьный базар будет до начала сентября, без выходных. Петр Васильев, Камила Михайлова, Иван Сорокаумов, Якутск.